Об Общественной палате Чувашской Республики, поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, в вопросах налогового регулирования говорили сегодня в ходе 9-й сессии Государственного совета Чувашии. Сессию открыл руководитель парламента Валерий Филимонов. С вопросом налогового регулирования в Чувашской Республике выступила министр финансов Светлана Енилина. Предлагаем вашему вниманию законопроект. Уважаемые депутаты, законопроект подготовлен в целях приведения закона Чувашской Республики от 23 июля 2001 года номер 38 о вопросах налогового регулирования Чувашской Республики, отнесенных законодательством Российской Федерации о налоговых сборах к ведению субъектов Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством. Первое изменение. Федеральным законом 401 ФЗ внесены изменения в пункт 1 статьи 61 Налогового кодекса, которым предусмотрена возможность изменения срока уплаты налога до наступления этого срока. В связи с этим соответствующие изменения вносятся в пункт 1 статьи 12 закона номер 38. Федеральным законом от 2 ноября 2013 года номер 307 ФЗ глава 30 Налогового кодекса дополнена статьей 378.2, согласно которой налоговая база по налогу на имущество организации в отношении отдельных объектов недвижимого имущества определяется как кадастровая стоимость указанного имущества. В рамках реализации указанной нормы закон номер 38 дополняется статьей 18.1, определяющей особенности определения налоговой базы в отношении отдельных объектов недвижимого имущества, указано в статье 378.2 Кодекса, за исключением нежилых зданий и помещений в них, которые не переданы в пользование третьим лицам и используются для размещения рабочих мест и организации питания работников, обеспечивающих его производственную деятельность. Статья 19 дополняется пунктом 4, который устанавливается налоговые ставки на 2019 год 1%, на 2020 год 1,5% и на 2021 год последующие годы 2%. Вступают в силу указанные нормы с 1 января 2019 года. Не распространяются на административные, деловые и торговые центры и нежилые помещения площадью менее 1000 квадратных метров. Всего под налогообложение предварительно попадает 321 объект. Для сведения, для сравнения хочу привести пример. Региона Приволжский федеральный округ по Самарской области аналогичным налогом уже облагается 31 448 объектов, по Нижегородской области 22 263, по Башкирии 4290, по Удмуртской республике 2524, по Кировской более 1000 объектов. На 2019 год планируемое установление налоговой ставки 1% предоставит возможность получения дополнительных доходов в республиканский бюджет более 130 миллионов рублей. Федеральным законом от 28 декабря 2016 года номер 464 ФЗ внесены изменения в статью 380 Кодекса, устанавливающие в отношении железнодорожных путей общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью, на 2017-2020 годы пониженные налоговые ставки по налогу на имущество организаций. 2017 год ставка 1%, 2018 1,3%, 2019 1,3%, 2020 1,6%. В связи с этим законопроектом вносятся соответствующие изменения в пункт 2 статьи 19 закона номер 38. Действующая редакция закона номер 38 организации, привлекающие инвестиции на сумму более 50 миллионов рублей, освобождается от уплаты налога на имущество организации в размере 50% от суммы исчисленного налога только после заключения инвестиционного договора между Кабмином и юридическим лицом при предоставлении им одобренного СИПом инвестиционного проекта. В целях соблюдения принципа равенства налогообложения предусмотрено статьей 3 Кодекса, законопроектом предлагается распространить данные условия на всех получателей льгот. В связи с этим статья 22 закона номер 38 излагается в новой редакции. Законопроектом предусмотрена индексация налоговых ставок по транспортному налогу по отдельным категориям транспортных средств на коэффициент 1 и 2. Индекс потребительских цен за 2015-2016 годы. Следует отметить, что почти 65% легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам, это автомобили мощностью двигателя до 100 лошадиных сил. При повышении налоговых ставок по ним с 13 до 16 рублей на одну лошадиную силу увеличение суммы налога составит 261 рублей в год.
Срок уплаты налога по новым налоговым ставкам наступит в 2019 году. Сумма дополнительных доходов бюджетов республики от индексации транспортных ставок налога оценивается порядка 70 миллионов рублей. При этом предлагаемые законопроектом налоговые ставки по транспортному налогу на территории республики ниже средних ставок транспортного налога по субъектам ПФО. По автомобилям легковым до 100 лошадиных сил средняя ставка ПФО 16,7 на одну лошадиную силу, а предусмотрена законопроектом 16. По катерам и моторным лодкам до 100 лошадиных сил средняя по ПФО 42,5, предусмотрена законопроектом 36. Кроме того, законопроектом в соответствии с планом по устранению с 1 января 2018 года неэффективных налоговых льгот, пониженных ставок по налогам, установленных законом номер 38, предусматривается отмена ряда налоговых льгот по налогу на имущество организации, транспортному налогу и пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль организации в части, зачисляемой в республиканский бюджет, в связи с их невостребованностью и дублированием кодекса. В связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование из статей 22, 23, 39.1 пункта 6 статьи 47 закона номер 38 исключается норма о необходимости предоставления налоговому органу документа, подтверждающего размер среднемесячной заработной платы в расчете на одного работника. Вносятся также и иные изменения редакционного характера. Депутаты один за другим задавали вопросы. Законопроект приняли в первом чтении. Также рассмотрели изменения в закон о государственной молодежной политике, пчеловодстве и охране пчел и диких насекомых-опылителей. Заслушан и принят к сведению доклад уполномоченного по правам ребенка в Чувашии Елены Сапаркиной. Олеся Григорьева, Александр Васильев, Чебоксары.